Большое количество людей разных возрастов со всех районов республики с раннего утра прибывают сюда на мемориал памяти, который в этот день по традиции становится своего рода центром для всех тех, кто не безразличен к событиям осени 92 года. Эта дата каждый год объединяет весь ингушский народ. Воспоминания 25-летней давности в памяти всплывают до мельчайших деталей, особенно у тех, кто тогда потерял родных и близких людей. На памятное мероприятие Иса Илиев приехал из селения Куртат пригородного района почтить память всех, кого не стало той осенью. Yerker dağır, beyniş nahatir, tabianiş nahatir, ve ni baş nahat sağluş. Ya ham dislu duachililde, хозгулук дейер, дигулук дейер, дистелиш yoluş dağıt ve inteyetta dolуш dağım. 30 октября – День памяти жертв политических репрессий и 25-летие со дня трагических событий в пригородном районе. Дата, объединяющая не одну трагедию в истории государства. В этот день мы отдаем дань памяти всем погибшим и без вести пропавшим, отмечает глава региона. 30 октября – это напоминание всем о трагических событиях в истории страны и нашего народа. Бессмысленное вооруженное насилие приводит к таким трагедиям. Мы часто говорим о депортации нашего народа, мы часто говорим, вспоминаем 92 год и другие трагические страницы нашего народа, истории нашего народа. В каждом народе есть свое светлое, свое темное прошлое, но уж точно одно, что все народы должны делать так, чтобы темных будущих не было. А чтобы этого не было, в такие дни, конечно, мы должны собираться, говорить об этом, вспоминать об этом и делать все, чтобы это не повторялось. Можно по-разному подходить к этому вопросу. Есть те, кого напрямую коснулась эта трагедия, эта беда. Есть те, кого косвенно. Но для нашей республики нет ни одной семьи, кого это не коснулось. Всех это коснулось. Всех, безусловно. Десятки тысяч человек остались без крова, без имущества, вынуждены были покинуть свои дома. Почтить память погибших и вспомнить трагические события вместе с ингушским народом приехал и замполпреда президента в СКФО. 25 лет прошло с этой памятной траурной даты. И, наверное, самое главное, что каждый мужчина, каждый человек должен, сохраняя эту память, сделать это, не допустить ни при каких обстоятельствах ничего подобного. Это самая главная наша с вами вместе задача. Это задача власти и задача каждого простого человека. Я хотел бы пожелать мира этой хорошей, красивой земле. Спасибо. С тех пор минуло ровно 25 лет, за это время выросло целое поколение, но воспоминания до сих пор не отпускают, особенно тех, кто до сих пор живет надеждой узнать хоть что-то о своих пропавших родственниках. Год 25-летия республики, к великому сожалению, мы сегодня отмечаем сегодняшнюю дату как дата этой ненужной никому трагедии. Этот конфликт не нужен был ни одному из этих народов, но не нужен был в первую очередь ингушскому народу. Мы, представители государственных органов, представители общественных организаций, граждане Республики Ингушетия, выражаем искреннее соболезнование и сочувствие родным и близким всех погибших, пропавших без вести и всем пострадавшим в трагедии 1992 года. Имам Назрановской центральной мечети Хизир Цалой в свою очередь отметил, что и в горе, и в радости мусульманин должен уповать только на Аллаха, ведь он наилучший покровитель. Имам добавил, лучшее, что мы можем сделать для тех, кого уже нет рядом, это дуа, попросить у Всевышнего о милости.
Эта дата оставила неизгладимый след в сердцах и затронула судьбы тысячи людей. Сколько бы времени ни прошло, забыть невозможно. В память о погибших и пропавших без вести старейшины, религиозные деятели и молодежь совершили коллективный зикр. В результате вооруженного конфликта осени 1992 года погибло около 500 человек, тысячи были ранены. Судьба 192 до сих пор остается неизвестной. Юсуп Гелисханов, Саид Куштов, Гапур Чахкиев, Новости 24.